В минувшие выходные в гостеприимном этно-ресторане «Алим» в Ахмеджите состоялась презентация книги об активисте национального движения, правозащитнике, ученом Ролане Кадыеве с интригующим названием «Нью-Йорк. Дом свободы. Один из четырех». Имя Ролана Кадыева написано на фасаде здания в Нью-Йорке «Дом свободы». И среди 4 имен советских правозащитников это Сахаров, это Григоренко, это Амальрики. 4-е имя – это Ролан Кадыев. Идея создания книги возникла, в общем-то, как это часто бывает, неожиданно. Но я к этому все-таки шла, потому что все это начиналось очень давно. Когда моя мама была 19-летней девушкой, женщиной, она была беременна мной, и это был период, когда она была связным с нашими политзаключенными, которые отбывали свой срок в городе Наваи. И она была связным. Она заходила к ним, она приносила им письма, передачи. С Роланом Кадыевым у нее была всего лишь одна короткая встреча, но она ее запомнила на всю жизнь. И стала рассказывать, что был такой Ролан Кадыев. Стала рассказывать эту историю. Меня эта история поразила. И я не смогла пройти мимо нее. В книге собраны рукописи, стихотворения, написанные Роланом Кадыевым, а также воспоминания о нем, которые удалось собрать благодаря родственникам, друзьям и тем, кто был знаком с правозащитником. Издатель Ибрагим Чигиртма уверен, Ролан Кадыев блестяще сочетал научную деятельность и борьбу за права своего народа. Я миллиарекетнен уграша жасын, я да илимнен башка бир иштерден уграша жасын. Ама бу инсанда бақыңыз, бұл құсусиетлер бірлікте, бірлем олып чалышты. Бұл эм улу алим, ве бұннен берабер о миллиарекетте де бұйық бір шахс еді, бұйық бір сымай еді. Ролан Кадыев родился 9 апреля 1937 года в селе Азек Бахчисарайского района. Он доцент Самаркандского университета, кандидат физико-математических наук, астрофизик и видный активист национального движения крымских татар. В 1968 году Дом свободы в Нью-Йорке присудил ему свою премию, которую Ролан Кадыев перевел в счет Фонда мира. За свою правозащитную деятельность он дважды был осужден и приговорен к тюремному заключению. Его борьба не осталась незамеченной мировой общественностью. Он мог как-то организовать людей. Он мог показать перспективу. Он не замыкался на том положении, в котором мы есть, чтобы говорить, что мы давайте добиваться того, что можем добиться. Нет, у него планка была высокая, очень высокая планка. На мероприятии собрались активисты национального движения, писатели, общественные деятели, родственники, те, кто лично был знаком с Роланом Кадыевым. Вспоминали интересные факты и делились воспоминаниями. Помню, с 5-летнего возраста я рано вставала, как с дедушкой, позавтракаем. Потом просыпался Ролан. Он меня брал за ручку и говорил: идем позавтракаем. Я говорю: Даишка, я уже позавтракала с Харпабашкой. Нет, ты такая худенькая, идем со мной позавтракаем. Он очень был такой внимательный и хлебосольный. Я последний раз с ним встречался в Москве. Это был 79-й год, по-моему. Конечно, он был выше академика, то есть настолько он был эрудированный и все это рассказывал, что доктора слушали его там, так, знаете, с таким придыханием. Ролан Кадыев Карбабам Союла, Буркойден олар, Азектен. Эбет мен балалықтан эшткен едім Ролан Кадыев хақында, ама оле бір тәртіпке кетірілген оле малумат yok еді афсузки. Эбетте бұл китабын чықышына пек кувандық. Баларымны кетірдім. Книга «Нью-Йорк. Дом свободы. Один из четырех» издана в 300 экземплярах. Ее можно приобрести в магазине «Терджиман», а в ближайшее время ее планируют презентовать в Алуште, Судаке и Евпатории.